Владимир Геннадьевич, добрый день. Завтра у нас предстоит очередной матч, соперник Азиагол. Что мы знаем об игре этой команды, насколько она изменилась по сравнению с игрой первого круга? Всем добрый день. Да, отслеживали их крайние туры, посмотрели игру неудачную для них против Ошму. Не сказал бы, чтобы что-то сильно поменялось. Обычно меняется многое со сменой тренера, но сейчас хоть смена и произошла, но тренер из того же штаба работает. Плюс футболисты те же самые остались, что и были в первом круге. Поэтому пытаются играть в комбинационный футбол. Достаточно неплохие исполнители у нас. Мы готовы к завтрашней игре. До конца сезона осталось 6 игр, так сказать, 6 финалов. Насколько у нашей команды хватит эмоциональных и физических сил до конца чемпионата? Да, верно вы заметили. И, наверное, в первую очередь про эмоциональные бы хотелось силы поговорить. Потому что физические кондиции можно поднабрать, можно их удерживать. А вот именно с эмоциональными, понятно, тяжело. Как я уже говорил не раз, что мы играем в основном такой одной обоймой, на которых на игроков ложится большая нагрузка физическая и эмоциональная. Будем надеяться, что все, что мы запланировали, ребята у нас профессиональные, понимают, за что играют и как. И думаю, до конца сезона у нас как минимум хватит. Спасибо большое, нам удачи. Удачи. Семетей, сезондун биринчи бөлүгүндө Азиагол командасы менен кездешкенбиз. Ал оюн өзгөчө болгон. Сен Азиаголдун курамында ойногон соң ал оюндан кийин жалпы ошол оюн боюнча кандай эсиңде кандай оюн болгон? Биринчиден негизи Дордой командасына жакшы даярданганбыз. Азиагол командасы ойноп жүргөндө оор оюн болгон. Кызыл карточкага карабастан оор болуп, биринчи таймда кийин ойлогонбуз жеңил болот экен. Наоборот болуп утулуп калганбыз. Анан эртеңки оюнга азыр билгендей эле лигабызда баарыбызда бүт эле команда күчтүү. Мындай жөнөкөй соперник, орусча айтканда соперник жок. Ошондуктан эртеңки оюнда оор болот. Бирок биз бүт аракетибизди жумшап 3 упай алганга аракет кылабыз. Наказать, так наказать. Так надо в первый. Давай, Толя, повтори.